Приветствуем из столицы Якутии всех зрителей телеканала Матч ТВ. Осталось 2 стартовых дня до конца 6-х игр «Дети Азии». И это только обостряет финальную борьбу за медали. Еще выясняют отношения мужские сборные по волейболу и баскетболу. Да и расклад футбольного финала станет известен не раньше вечера пятницы. Зато по борьбе кураж и масс-рестлингу состоялись лишь первые поединки. А вот на главной спортивной арене, стадионе Туймада, завершились соревнования по национальному многоборью – якутским прыжкам. Жители республики называют их «кобах». В переводе на русский язык это означает «заяц». Действительно, последние состязания были похожи на заячьи прыжки. Больше всего болельщиков удивила азербайджанская спортсменка Фахрия Тагизаде. Заметно уступая соперницам в габаритах, она смогла установить недосягаемую для остальных планку в 18 метров и 16 сантиметров. Больше атлетка из Азербайджана не выходила на рубеж. Якутские прыжки сказались на детских коленях. Очень больно, дальше вся стою, просто болит. И я из того, что прыгала еще в кроссовках, очень сильно скользила. Поэтому пришлось 2 попытки даже пропустить, но повезло, что никто не прошел мой результат. На втором месте якутянка Любовь Кривошапкина, бронзу забирает представитель Казахстана Арина Мишеева. У парней в последней дисциплине победу праздновал якутянин Дмитрий Дмитриев. Его результат – невероятные 34 метра и 2 сантиметра. Дмитрий Дмитриев собой остался недоволен, потому что не смог стать абсолютным чемпионом в троеборье. Не хватило всего 11 сантиметров, чтобы догнать в общем зачете сибиряка Дмитрия Бочкарева. В первый день соревнований по масс-рестлингу на помост вышло 22 спортсмена из 5 стран. В перетягивании палки половина единоборцев – представители Якутии. Суть поединка состоит в том, что 2 спортсмена, сидя друг против друга и упираясь ногами в доску, должны вырвать палку из рук соперника или перетянуть его на свою сторону. Борьба идет до 2 побед. Родоначальники масс-рестлинга, якутяне, выясняли отношения в финале в 3 весовых категориях и стали чемпионами нынешних игр. До 48 килограммов это Арылхан Егоров, до 68 Николай Иванов и до 56 Рудольф Жирков. И я не подвел своих тренеров. Выиграл золото. Очень доволен. Сегодня в категории 68 килограммов участвовал и Игорь Фролкин, родной брат известного масс-рестлера Сергея Фролкина. Кстати, призер мира присутствовал в зале. Золотую медаль младшему Фролкину выиграть не удалось, но серебро игр вполне достойный результат. И, конечно, мы рады всей семьей. Это честь, горжусь своим братом. На днях старший Фролкин едет представлять Россию на чемпионат Европы в Грузию, а Игорю хочется пожелать удач на юношеских турнирах и стать достойным преемником высоких побед его старшего брата. В пятницу на помост выйдут финалисты масс-рестлеров в категориях до 52, 62, 74 и свыше 74 килограммов. Все спортсмены, которые вышли сегодня на гелем, являются дзюдоистами или самбистами. Для тех спортсменов, которые не выиграли медали по этим видам спорта, кураж является последним шансом на победу. И этот шанс спортсмены упускать не собирались. Каждое очало давалось в результате упорной борьбы. И потому, кто станет победителем, предсказать было невозможно. Но были и спортсмены, чья уверенность опережала события. Уже после первой и, кстати, самой быстрой схватки Самвел Мкртычан из Армении уверенно заявил: золото будет его. Я очень люблю бросок через плечо, это мой любимый прием, и я буду бороться только за первое место. С первым местом у Самвела ничего не вышло, и он довольствовался лишь 3-м весовой категории до 45 килограмм, разделил его с сирийцем Агинамом Мохаммадом Амран Абдаллахом. Первое место досталось монгольскому спортсмену Байбаджаву Цок Ачиру. Пожалуй, самой зрелищной стала встреча между туркменом Муратом Караевым и казахом Серикбалсин Шунтасом в весовой категории до 75 килограммов. Красивую победу показал казахский спортсмен. Хорошо. Я проиграл в дзюдо. Вот здесь первое место занял. А вот в весовой категории до 65 килограммов впервые в кураже себя попробовал армянский дзюдоист Тигран Якубян. Дебютный выход на гелем не помешал спортсмену не только попасть в финал, но и выиграть серебро. Кураж – это традиционный вид борьбы у тюркских народов. В зависимости от региона название произносится по-разному. Кто-то говорит куреш, кто-то куряш или кореш.
Но за историческую родину этого вида единоборств спорят разные страны. Так или иначе, но Международная федерация зарегистрирована в Ташкенте 17 лет назад. И с тех пор популярность кураша набирает обороты. И завтра по этому виду спорта мы узнаем имена чемпионов игр «Дети Азии». А пока новости с игровых площадок. К волейбольной сетке вышли команды из Туркменистана и Сибири. В первом сете туркмены хорошо выставляли блоки под атакующие удары соперника и мощными подачами завершали свои комбинации. Это позволило выиграть сет со счетом 25-15. Вторая партия шла по другому сценарию, и со счетом 19-25 победу в нем одержали сибирские волейболисты. На эмоции команда не скупилась. Особенно бурно туркменские волейболисты и их тренер реагировали на спорные ситуации. Тем не менее, третий сет они оставили за собой со счетом 25-17. Мы сосредоточились на 4. 4 почти не играют. В четвертом сете преимущество вновь переходит на сторону сибиряков. Туркмены часто ошибаются и дают мячу падать на своей половине. Сибирская команда отрывается на 13 очков и одерживает победу в четвертой партии со счетом 25-12. И впервые за все время соревнований по волейболу игра переходит в пятый сет. В заключительной партии разгорелась нешуточная борьба. Если все предыдущие заканчивались с большим разрывом, то в этом сете команды не уступают друг другу. Но туркмены оказываются проворнее и со счетом 15-13 берут верх над сибиряками. Далее на площадку вышли команды Дальневосточного федерального округа и Якутии. Хозяева поля показали хорошую игру, но победу, выиграв 3 сета подряд, одержала сборная Дальнего Востока. В баскетболе Монголия снова терпит поражение. Сегодня на паркете их сборная встретилась с командой Уральского федерального округа. Стартовали соперники ровно, но к концу четверти россияне вышли вперед. Счет до первого перерыва 16-11. Во второй четверти уральская сборная снова впереди. Монголы то и дело наступают на вчерашние грабли. Количество фолов и ошибок буквально дарит сопернику очки. На большой перерыв Урал ушел с отрывом в 14 очков. Счет 34-20. В начале второй половины игры монгольская команда стала сокращать отставание. Но благодаря успешным контратакам уральских баскетболистов четверть завершилась со счетом 50-34 и снова не в пользу монгольской команды. В заключительной 10-минутке россиянам оставалось лишь удерживать свое лидерство. Монголы же настроились на атаку. Несколько удачных трехочковых порадовали болельщиков, но этого не хватило даже на выравнивание счета. Итог матча Монголия-Урал 57-72. На счету у монголов уже второе поражение на детях Азии. У баскетболистов Урала 2 победы и 1 поражение. Хотя ребята и обыграли соперника с приличным преимуществом, у тренера сборной есть ряд претензий. Он пообещал серьезно поговорить с подопечными перед предстоящей игрой с Китаем. Без небольшой драмы не обошлось. То есть не смогли уверенно закрепить преимущество, которое добыли в первой половине матча. Но парни молодцы, мы на этом турнире показываем характер. И вот это нам помогает. На стадионе «Юность» состоялась встреча футболистов из Киргизии и Дальневосточного федерального округа. С первых минут игры полем овладели дальневосточники. Качественные передачи мяча, ложные маневры и правильно построенная атака помогли им уже на 3-й минуте забить первый мяч в ворота Киргизии. Его автор Артур Тихомиров выступает под 20-м номером. Вслед за ним на 12-й минуте играющий под 12-м номером Евгений Котов забил второй гол в ворота киргизской сборной. Надеемся сейчас, посмотрим. Болеем за Кыргызстана. Алга Кыргызстан. Второй тайм вновь принес очередное очко Дальнему Востоку. На 52-й минуте счет игры стал 3-0. Киргизские футболисты вздрогнули и решили реваншировать. Началась динамичная игра. На 70-й минуте футболист сборной Киргизии Гуджигит Авыкулов, играющий под номером 10, забил первый мяч в российские ворота. Со счетом 1-3 игра в пользу России. Как тебе ребята, соперники? Сильные.
В русских шашках победитель стал известен досрочно. Шашист Матвей Нидбайло с Урала был фаворитом по итогам предыдущих дней в соревнованиях по русским шашкам. В этот раз его соперником стал якутянин Архан Титов. Первая партия закончилась победой лидера. Во второй Матвей оценил сложность борьбы с якутянином и, чтобы вывести игру в ничью, пожертвовал шашкой. Высчитанная тактика в конечном счете помогла ему одержать победу и досрочно стать чемпионом игр. Но расслабляться Матвей не планирует, и в пятницу придется играть свой финальный матч. Но я все равно хочу 100% набрать. Все равно буду играть на победу. У парней в международных шашках призеры еще неизвестны. В лидерах остается Марсель Шарафутдинов из Башкортостана. Присоединился к нему и Валентин Иванов из команды Саха-1. У девушек лидер соревнований Вера Минина из Уральского региона встретилась с якутянкой Ириной Птицыной. Между ними развернулась игра Бодянского. Якутянка учла этот вариант и завела партию в ничью. Этот итог не решил исход соревнований, и сейчас с 12 очками Вера Минина делит первое место с другой якутянкой Тунарой Федоровой. Уральская шашистка окажется за одним столом с хозяйкой турнира Аленой Большаковой. А вот в стоклеточных шашках ничья между двумя якутянками стала фатальной. В конце финальной партии Юлиане Скрябиной неожиданно удалось свести в ничью игру с явным лидером турнира Ксенией Наховой. Конечно, расстроена, я рассчитывала на выигрыш. Из-за этой ничьи, наверное, не стану победительницей игр. Но это еще открытый вопрос, хотя те же 9 баллов и у Кристины Осиповой из Башкортостана, и Елены Кычкиной из команды Саха-1. Лето в Якутске столь мимолетно, что ледяные пещеры не только не тают, но и помогают спрятаться от жары. Царство вечной мерзлоты – объект пристального внимания гостей игр «Дети Азии». Главной достопримечательностью комплекса является гигантский ледник в сердце горы. У входа в пещеру вам предложат теплую одежду. И, как вы догадываетесь, отказываться не стоит. Потому что даже летом температура в царстве около 5 градусов мороза. А зимой здесь можно и погреться, как ни странно это звучит. Потому что в это время года на улице бывает минус 45, а в пещере всего минус 10. Я снежная королева. По крайней мере, на время, пока выседаю на этом ледяном троне. Внутри все изо льда. Троны, скульптуры героев якутского эпоса, а также арт-композиции на спортивную тематику, в том числе игр «Дети Азии».